3. Начинаем. Добрый день. Мы сегодня начинаем серию мастер-классов «Нарисуй Олонхо за одно занятие». И сегодня мы вещаем с японского дома. Мы собрались тут, чтобы нарисовать рождение героя. То есть мы сегодня будем рисовать героя Олонхо. И я передаю слово ведущей нашего мастер-класса Алиф Атис. Алиф, пожалуйста, представьтесь и расскажите, что мы будем сегодня делать. Всем привет! Сегодня мы будем нашего героя Нюргун Ботура рисовать. И сегодня у нас будет гуашь. Можно гуаши, да? Да, хорошо, у нас гуашь. Можно, если у кого нет гуаши, можно рисовать акварелью, да? Но техника акварели немного отличается от гуаши, да? И поэтому мы, что есть, то и будем использовать. Если у нас будет акварель, я немножко буду акварель рассказывать. А если у нас гуашь, значит и по гуаши, да, получается. И так, мы начинаем. У вас есть гуашь, пока, да. Немножко расскажу, что нужно вообще приобрести. Нужно такой набор гуаши. А можно просто, не обязательно вот столько, 12 цветов, или можно меньше цветов взять. А также мы берем... Покажите поближе. Могут поближе показать? Да. Вот. Это гуашь, краска. Гамма. Можно гамма. также Хорошо. купить фирму мастер-класс. Здесь вот столько оттенков получается. Здесь и белила есть. Но можно из основных цветов сделать столько цветов. То есть не обязательно покупать столько. Вот. Можно приобрести такие кисточки, как синтетика. Вот. Так. Можно и натуральную кисточку взять. Можно и белку. Не так сильно отличается, но синтетика хорошо для и масляной живописи, и для гуаши подойдет. А для акварели подойдет больше белка, да? Потому что белка универсальная именно для акварели. Купив большую кисть белку, то есть такая большая кисть белка, где-то от 500 рублей. Большая? Вот такая белка. И там кончик очень острый. Да? Можно побольше взять. Да. Это старая кисть, но очень хорошо даже сейчас использовать. Когда, вот если посмотреть, то кончик немножко острым становится. Но так как это уже старая кисть, она не сильно, то есть кончика совсем нету. Но можно использовать синтетику, да? Синтетика подходит именно для гуаши. Еще такая синтетика есть, более мягкая, да? А здесь у нас более твердая, как щетина, но все равно не щетина, да? То есть помягче будет. Есть синтетика под щетину, а есть просто щетина, натуральная кисть. Вот. И обязательно нужно купить палитру. Палитра деревянная, хорошая, да? Чтобы каждый раз, чтобы вот так очень много красок, краски масляные засыхают, высыхают, и получается вот так вот. Но чтобы держать палитру потише, лучше туда подложить бумагу А4 и пленкой закрыть. Пленка пищевая обычная. Это значит деревянная, да? И это деревянная, да. Такая. Вот. И нам нужна бумага специально для гуаша. Вот. Можно для черчения взять плотная бумага. Для акварели тоже может подойти, но, скорее всего, тонкая будет.
Нам нужен карандаш. Самый обычный карандаш. Можно взять HB, тогда HB у нас получается или карандаш. мягкий карандаш, либо HB, то есть твердый карандаш. А твердый карандаш будет, вот смотрите сюда, вот это мягкий карандаш, да, то есть очень сильно видно. Очень. А если мы возьмем HB карандаш, тогда у нас еле видно будет. А есть еще мягче карандаш, это 6B, еще темнее. Угу. И можем начать. Так, давайте. Угу. Карандашом надо? Сперва карандашом рисуем. Сперва находим центр. Держим на вытянутой руке карандаш и находим центр. Можно использовать линейку, но это не обязательно. Для нас карандаш — это линейка. Находим центр, Так, отмечаем. Отключился чуть-чуть. Ну вот, не трогайте там ничего. Вот так, хадыра надо. Звук отключили, что ли, теперь? Алло. Алло, звук отключился, да? А, нет? Нет, я вас слышу. Мы вас слышим. Хорошо. Так, Также его находим начинаем центр. рисовать. Да. Так, Нашли центр. карандаши свои должны. Ребята, готовы? Все подошли? Да, подошли. Только карандаши нет. Что ждать-то уже время идет. Оплаченное. Ну, карандаши позвоним, пусть принесет карандаши. Она едет уже. Пусть принесет карандаши. Ну, ну что дальше? Начинаем рисовать. Ручкой Начинаем рисуем. рисовать. Можете ручкой рисовать, да. Также наш карандаш для нас линейка, мы начинаем измерять. То есть получается наш ребенок высоту смотрим, да, и смотрим, например, какие-то детали, да, допустим, голова у нас. И смотрим, сколько раз, да, еще надо в 3 раза увеличить, да, то есть получается, если мы здесь отметили нашу голову ребенка, тогда мы можем тут еще 3 раза вниз пойти, да, но если чуть побольше взять, 1, 2,
3. Вот, наша высота будет столько. Так, еще в середине и наверху, да? Алло. Не слышно. Так, мы тогда на середине и Высоту наверху. Мгм. немножко пропадаете. Вот так вот, да? Этот отрезок мы Звук пропадает, что ли? вы Звук отметили? отметили в середине. Да, звук пропадает. А вы меня слышите? Да, я слышу вас. Или я тоже пропадаю? Сейчас я микрофон включу. Ага, ну тогда хорошо. Так, сделали, отметили. Теперь смотрим ширину, да? Ширина. То есть, опять же, мы взяли высоту головы и тоже делим на две части, здесь и здесь. То есть вот столько мы отмечаем здесь, здесь и здесь. Не видно, да, совсем? Так, меня слышно, да? Ага, так хорошо слышно. Так, затем мы округляем примерно. Это просто у нас получается компоновка. Компоновка это означает, мы распределяем нашего ребенка. Свет падает отсюда. Получается, вот эта часть немножко больше должно быть, чем вот эта часть. Компонуем. Сперва примерно рисуем. Карандаши нету? Ничего не видно, да? Здесь. Да, сильнее нажму. Костер, да? Костер, ага. Вот так плечи, да? Мгм. Плечи рисуем. Примерно делаем, отмечаем. И меч рисуем здесь. Примерно отметили. Так смешно получается. И смотрим, да, тоже.
То есть получается вот ширина, то есть мы опять же отмеряем. Здесь у нас немножко сильно плечо большое получилось, да, тогда уменьшаем. Это просто у нас набросок, да? Если есть вопросы, сразу задавайте. Да, можно задавать вопросы на микрофон. Можете показать, что у вас получилось. Очень приблизительно. Вот. Что тут? Можно поближе, пожалуйста. Ручкой, да? Ручкой тоже можно рисовать. Ручкой. Ничего нет. Плечо немножко слишком высоко получилось. Что у вас получилось? Нужно вот, допустим, мы измеряем же, да, высоту, и также можно плечо посмотреть. Плечо у нас не выше головы должно быть. Так смотрим, измеряем, да? Да, не выше. Ага. Так, дальше смотрим. Второе плечо. У нас получается здесь до перчаток получается здесь. Плечо до перчаток смотрим. Вот эта длина тоже до сюда должно быть. Вы вслух говорите, не стесняйтесь. Девочки, вслух говорите. Я первый раз Да. через Zoom провожу. Очень стесняюсь. Даже слова Я забываю. Сзади, чтобы живее. Да. Можете вслух говорить. Хорошо. Первое занятие будет как будто, ну, как попробуем, да, почти пробное у нас, ничего страшного. Ага. Хорошо, хорошо. Через Zoom, да, это очень интересный опыт. Кто закончил, берем. Да, тут даже не подумали, что карандаши нужны. Видите как? Даже не подумали, что карандаши нужны. Но карандаши вот в офисе-то у нас есть, а вот мы в другое же место пришли, а тут нет карандашей. Что-то мы даже не подумали. Ну, ничего страшного. Угу. Кто закончил, начинаем. Хорошо, сейчас. Красками рисовать. Берем нашу палитру. Подготовьте обязательно воду. Так, воду в пойдем баночке. Я сфотографирую, а то мне вообще там не видно. Угу. Открываем крышки.
готовы. Сейчас мы еще пока не готовы. Ага, скажете, хорошо? Хорошо. Надо в следующий раз картинку распечатать. Да. Да, может, вообще. Ага, потому что не видно. Отмечаем наши глаза. Это все примерно делается. Не обязательно дико там исправлять. Каждый человек видит сам, да? Может, кто-то немножко по-другому нарисовать, то тоже приветствуется, потому что все мы творческие люди, и приветствуется, да, что что-то свое добавить можно. Отмечаем нос, губы. Чтобы нарисовать портрет, это на самом деле очень сложно, это и академическое рисунок можно изучить, получается. Здесь у нас просто набросок, да, то есть это наш первый урок, и получается здесь мы изображаем нашего героя. И этот рисунок будет рождением. Вот. И в следующих уроках нужно обязательно и колористику пройти, да, потому что смешивать краски это очень легко на самом деле. И немножко хотела бы рассказать про краски. Здесь у нас получается есть такой круг, да, цветовой, но у меня сейчас нет круга, поэтому на фоне гуаша сейчас буду рассказывать про краски. Здесь получается у нас и теплые, и холодные оттенки. К холодным относятся синие цвета, да, а к теплым это красные, желтые, а есть еще нейтральные цвета. Это относятся зеленые, но некоторые еще фиолетовые считают, да. То есть они могут быть и холодными, и теплыми. Вот. И начнем смешивать. Желательно, конечно, плоскую кисть вначале использовать. Плоскую, да? Плоскую, да. Плоскую берем. Да. Можно десяточку взять, а можно и побольше размером. Десятое это 10. 10 размер кисти. 10, да? Ага. А можно больше взять. Чем больше у вас размер бумаги, тем больше вы берете размер кисти. То есть получается, вначале у нас идет как бы подмалевок. Да? Подмалевок это означает, когда мы начинаем быстро всю эту композицию красками, положить краски, да, чтобы общий вид посмотреть. То есть затем мы будем и тональность. Все по порядку будет у нас. Макаем кисть в воду, берем наши краски, да. Так. Мы можем, конечно, начать с самого дальнего. Это у нас фон. Фон у нас серый, да. Но можем начать с нашего героя. Так. Берем синюю краску. Синюю, да? Ага. Немножко вот где-то вот столько берем. У кого размер бумаги больше, берем больше красок. И ложим сюда. Это у нас холодный оттенок, да, цвет. Синий. Синий, да. Может у других немножко отличаться синий цвет. Взяли и берем еще белый цвет. У меня белила цинковое. Белил можете побольше взять. Этой же кистью, да? Можете Ну, взять берем эту же кисть или другую?
Можно другой кистью взять. Другой кисть, да? Да. И Мгм. обязательно, ребята, нужно иметь тряпочки, чтобы вытирать кисть, чтобы краска не сильно грязнилась. А также можете купить мастихин. Мастихин продается тоже в лавке художника. А Вот что такие. такое? Мастихин — это лопаточка металлическая, используется для смешивания красок. Это называется мастихин рыбка. Делается нет фирмы. А также можете под заказ Ну, тоже придется водой делать разбавлять. листов, не знаю, тоже делают, говорят. А можно другой формы взять. Вот, да? Я вас не слышу, пропадаете. Можете повторить, пожалуйста? Ну, мы вчера тут краски засохшие чуть-чуть. Это не страшно, да? Это не страшно. Немножко берете воды и туда наливаете Хорошо. гуашь. Взяли нашу кисть синего оттенка и начинаем здесь смешивать. Не здесь, где у нас краски, да, а чуть ниже. Берем белила цинковые, у кого титановые, у кого цинковые. Мы начинаем делать палитру, да. Смешав два цвета, получили более такой светлый оттенок, да. Дальше мы добавляем сюда красный цвет. У кого есть краплак красный, можете краплак красный добавить. У кого нет краплака Пропадает. красного, добавляете алую и красную. Один из них. То есть я сейчас добавляю краплак красный. Это очень сильный цвет. И добавляю сюда. Красные. Той же кистью, да? По идее, хорошо, лучше новую кисть брать. Но можете той же кистью. Чтобы кисть не моралась, можете просто в воду окунуть, немножко почистить кисть. И тряпочкой протереть. Красная, да, нужно? Да. Также можете сразу туда добавить и желтый цвет. Это желтое светлое у меня. Если у вас нет желтое светлое, можете желтый темный добавить. Вместе с красным делают, да? Где угодно можно положить краску. Если у кого есть охра золотистая, можете добавить охру вот такого цвета. Нету такого. Если нет, будем сами делать. У кого есть коричневый цвет, можете добавить коричневый. Марс коричневый. У кого есть черный цвет, добавляем черный цвет. Добавляем Чистыми, сюда да, отдельно. чистые цвета мы не используем. Обязательно нужно все цвета смешивать и получать. То есть тем больше мы цветов смешиваем, тем сложнее цвет получается. Если мы хотим получить чистый цвет, то смешиваем меньше всего цветов. То есть чистые цвета означает, когда смешивается не более 3 цветов, да, оттенков. Если мы больше 3 смешиваем, уже сложные цвета называются. Вот у нас черный, коричневый, охро-золотистый, синий, краплак красный. У кого нет краплака красного, добавляем красный цвет. И белила. Белила могут быть цинковые или титановые. И желтый цвет. Смешаем два цвета. Синий с белым. Если у нас краски высыхают, то немножко добавляем воды. Не так сильно, не так мало. И сюда же мы добавляем немножко краплака красного. И получаем такой сиреневый цвет.
немножко, чуть-чуть слегка. Тогда у нас получается сиреневый цвет. Ой, это черный. У кого формат бумаги больше размером, у меня, допустим, формат очень маленький, да? Тогда я беру кисть поменьше. Вы можете взять кисточки круглые, либо плоские. Как вам удобно. Попробуйте и теми кистями. Я возьму плоскую, размером поменьше. Рядышком же мы начинаем делать еще другие оттенки. Этой же кистью, где у нас сиреневый цвет, начинаем делать, берем белила и начинаем осветлять. У нас получился такой небесный свет, светленький, да? Еще хочу рассказать немножко про гуашь. Гуашь у нас краска, которая, когда при высыхании, немножко белеет. Поэтому многие художники не очень любят эту краску. И большинство художников используют масляные краски или акриловые. У акрилового цвета тоже есть немножко минусы, да? Акриловый цвет начинает при высыхании темнеть, а гуашь, наоборот, белеет. А масляные краски, они всегда остаются такими, какими вы взяли в тюбике. То есть не меняют цвет. Да. И масляные краски, они дольше сохраняют оттенки, цвета, то есть веками могут ваши картины радовать глаза наши. Вот. И получается, что вот гуашевые краски, если писать гуашевой краской очень плотно, пастозно, да, когда очень много красок используем и меньше воды, тогда у нас краска, получается, через некоторое время начинает выпадать с бумаги, то есть отлупливается, она падает, сыпется. Вот, поэтому сохраняется ненадолго. А акриловые краски, получается, у нас они более такие пластиковые краски называют иногда, потому что эти краски, они высыхают очень быстро, и если попадет акриловая краска в одежду, то отстирать невозможно будет. То есть вот так сильно остается краска, да? И получается, акриловая краска тоже очень долго сохраняется. Но там, чтобы акриловыми красками писать, нужно знать, сколько воды добавлять. То есть, когда много воды в акриловой краске то есть смешивается, тогда краска просто не липнет, то есть сыпется тоже. А гуашью можно писать по-разному, да? Есть такая, можно больше воды добавить, тогда почти как акварель будет. Если мы меньше воды добавляем, то немножко гуще будет. Поэтому гуашью тоже рисовать очень удобно и легче всего, да. А акварельные краски, они более сложные, да. То есть акварелью писать, то есть рисовать, писать такие этюды для начинающих немножко сложно, да. Но тоже нужно начинать, думаю, потому что там начинается с самого светлого, да, освещенные части начинают рисовать акварелью. А здесь гуашью можно наоборот. Не обязательно начинать вот с самых светлых оттенков, да, можно начинать и из темного, и из светлого. То есть сильной разницы нету, да. А в масляной живописи начинать лучше с темного, потому что светлые оттенки, как белила, там титановые, они очень густые краски, и они долго сохнут, поэтому в последнюю очередь ложат, да. Вот. А здесь у нас быстро сохнет краска. Дальше мы можем немножко темные оттенки сделать. То есть можем взять ту же кисть, можем взять другую кисть. Добавляем немножко синего. Можем просто этот цвет оставить, немножко у нас
добавить красного, но мы не добавляем туда белил цинкового, да, белилу. Тогда получается у нас почти фиолетовый оттенок, но очень темный. Этот цвет похож на индиго немножко, да, но больше всего синим. Да, больше синий, темный. Повторите, пожалуйста. Что добавляем к синему? К синему добавляем краплак красный, либо красный алый. То есть у нас фиолетовый получился темный, да? Да. Если высыхает краска, начинаем немножко воду добавлять и снова смешивать. Так. И начинаем. Немножко мы начнем с сиреневого оттенка, да? Немножко темноватый оттенок. И начинаем ложить краску. Где увидели, туда и ложим этот цвет. Мы просто не закрашиваем, а просто ложим, где увидели. Темный цвет. Да, немножко темный, который у нас сиреневый. Вот посередине, не черный, да, не фиолетовый. Где вот тени нашли, туда и накинули, да? Видно? Видно, видно. Ага. Так. Здесь у нас по центру круг делаем. Немножко округляем. Это у нас кольчуга, да? А также местами добавляем тени. Здесь тоже у нас тень будет. И сразу можем добавить этой же кистью, взять вот темный фиолетовый, немножко смешать, начинает немножко белеть, потом немножко уже темнее станет. И начинаем тоже местами затемнять. Форму одежды делаем. Переходы делаем, да? Немножко сюда добавляем. Так. У всех получается? Ну как, да. А? Молодцы. Успеваете? У всех получается? Молодец. Так, продолжаем. Эту кисть смешиваем. Немножко почистили.
Лишнюю воду вот так убираем. Мгм. И берем небесный свет, который слева у нас, сиреневый. Ой, я уже не синий, уже не небесный. Начинаем вот эти светлости закрашивать немножко местами. Но не полностью. Это переходный оттенок будет. От темного к светлому. Это полутон у нас называется. Если краска заканчивается, тоже берем белила, немножко Мгм. туда добавляем синий, немножко краплака совсем слегка добавляем, потому что краплак считается синим цветом. Даже, видите, немножко светлее получилось. Тогда я еще затемняю сильнее. Мазочки у вас могут быть по-разному. То есть Мгм. кто-то любит держать кисть вот так, Мгм. кто-то любит кисть вот так держать, кто-то как ручку любит держать. То есть вы пробуйте по-разному. Если вам понравится, то держите кисть так, как вам удобнее. Можно и так, потому что есть такая техника в живописи, как то есть море писать или там деревья, то есть тоже немножко кисть по-разному держим. Легче вот горизонтальные море писать вот так хорошо. А когда мы что-то там пятнами рисуем, то держать вот так хорошо, да? Или вот так. Очень удобно. Я сейчас как ручку держу. А можно вот так прямые мазочки делать. Вообще хорошо вот эти штрихи, мазочки рисовать по форме, да? То есть если мы шар рисуем, да, то получается нужно рисовать вот так по форме, да, шара. Или наоборот, если у нас такие плоские, как или куб, допустим, мы рисуем, да, то лучше держать кисточку вот так, либо вот так, да. Вот. Если вы заметили, у нас, когда краска высыхает, немножко темнеет, да? Мгм. Затем мы в этот же цвет добавляем белила и начинаем немножко осветлять. Если вы заметили, наша картина больше холодит, да? То есть мы только холодные оттенки использовали. Но нельзя забывать то, что обязательно должен быть рефлекс. Рефлекс это означает вообще, если мы поставим этюд, и у нас будет ваза, допустим, синяя, ну, или фон у нас драпировка, это ткань, которую мы положим, да, у нас будет синего цвета, ваза у нас может быть и красного или черного, да, и рядышком мы поставим яблоко красного цвета, да, и получается цвета взаимодействуют друг с другом. Получается от вазы, если у нас черная ваза, у нас будет рефлексить цвет, допустим, в драпировку, а также в яблоко, да, и цвет яблоки пойдет, рефлекс пойдет и в синий цвет, и в нашу вазу, да. То есть получается все, что рядом находящиеся предметы отдают свой цвет. То есть получается у нас и холодный цвет должен быть, и теплый, да. Если мы будем натюрморт рисовать, то там обязательно освещение будет теплым, а тени у нас будут холодными, да.
Мгм. Также, когда мы натюрморты, ну, вот эти рисуем быстрые рисунки, да, то нужно всегда, где у нас освещение, у нас получается больше пространства должно быть в этой части, а в этой части, то есть вот эта часть меньше должно быть. То есть мы не должны допускать такие ошибки, как, допустим, наш ребенок не должен в центре стоять. Если будет в центре стоять, это уже композиция неправильная будет. Но немножко я тут ошиблась. Ну, вот тут не рассчитала, у меня не зашло, да? Вот, у вас должно быть немножко слева, немножко оставить справа, ну, для освещения, да? И немножко, получается, наш ребенок слева будет стоять, то есть по компоновке, да? Слишком рано. Еще что? Мы этот цвет будем наносить. Вот этот. Немножко белила добавили, еще осветлили и начинаем сюда добавлять. Кисточку не обязательно сильно нажимать, а можно и нажимать посильнее. Я не сильно нажимаю. Если что-то неправильно нарисовали, можете взять тряпочкой или пальцем убрать немножко краску. Все успеваем. Ну, Той же кистью мы делаем серый цвет. Сюда же мы добавляем немножко желтый, немножко белила и немножко слегка черный цвет. Смешали эти цвета и получили немножко сложный цвет. Это у нас серый. Добавили, черный добавили, да? да, этой же кистью берем белый, немножко, чуть-чуть слегка желтого, чуть-чуть черного, больше белила, и кисть также, и смешиваем. Здесь немножко есть и голубой. У меня белила скотч. Чуть-чуть слегка. У нас получился цвет фона. Мгм. Немножко, чуть-чуть разбавьте, если сильно густая получилась.
берете немножко, старайтесь, когда будете фон писать, берем кисть пошире и побольше, и плоскую. Отдельно берем немножко побольше белил и сюда ставим. И немножко этот серый смешиваем с белилами. И получаем более светлую часть. И это все закрашиваем, да? Да. И мазочками вот так ложим. Вот так вот. Не обязательно все делать в один цвет. Получается, где у нас светлая часть будет посветлее. Можете немножко еще желтого прибавить, если сильно холодит. Тогда у нас теплый получается. И местами набросать. То, что у нас темнее, будет с правой стороны. Можно еще отдельно белила добавить. Еще тоже еще сильнее осветлить. Немножко туда желтого добавить. Та же кисть. И местами тоже вот уголочек светлее сделать. Также можно слева нарисовать. Можно сверху вниз, да, мазать? Или в горизонтально Да, как... лучше? Можно вертикально. Горизонтально тоже можно, но у нас горизонтальная часть будет земля. Ну, не обязательно все должно быть ровно. Прямо мазочками должно быть. У нас идет подмалевок. То есть найти цвета. Если у нас темная часть немножко осветлилась, также мы добавляем синий цвет, немножко серый, и опять же начинаем немножко затемнять. Тем больше оттенков добавите в вашу картину, тем ваша картина будет интереснее.
То есть вы не должны закрашивать, вы должны, как сказать, то есть получается, вы не как маляр должны красить, то есть все в один цвет нельзя красить, а нужно обязательно делать переходы, нужно прямо мазочками рисовать. Теперь у кого есть коричневый цвет, Мгм. можем в этот же цвет добавить коричневый. Можно Это какого? слегка добавить черный. К серому, да? Да, к серому. Мгм. Если хотите поярче сделать, можете желтый с красным добавить. Тогда у вас светлее будет. Если у вас охристого оттенка нет, то добавляйте немножко красный, желтый. Так, и что получится у нас? А, земля, да? Земля Это земля получается. будет, да? Да, да. М. И уже здесь мы горизонталь держим. Мгм. Так, где наша картинка?
Алло, меня слышно? Эвелина, у вас телефон отключен. Слышно? Алло. А Слышно? теперь видно? Так, Слышно? что Ага. случилось? Вас видно и слышно. Что случилось? Мне вас плохо слышно. Меня слышно? Слышно, слышно. Ага, пропадаете? Да, мы, Хорошо. Мгм. Продолжаем? Он рисует сейчас. Хорошо. Слышно? Ой, молодцы. Молодцы. Вот так хочется посмотреть ваши работы. Так, продолжаем. Покажи. Покажи, что получилось. Далее. Сейчас. Пропадаете? Сейчас. Вот у меня пока вот так вот. Видно, да? Ой. Ой, молодец. Но цвет немножко темнее получился, да? Серый. Да. Серый Надо было посветлее. немного больше синего добавить. Сиреневого и такого. Мгм. Теперь в этот же цвет мы добавляем немножко белил, где у нас серый такой земляной получился. И мажем, где у нас даль. Вот здесь. Даль у нас получается немножко уходит, и четкой границы не будет. А чем ближе, тем темнее будет. А также делаем тени. Падающие тени называется. Не забываем падающие тени. Добавили. Что добавить? Что добавить? Падающие тени добавляем. Падающий. Темные. Ага. Сделали падающие тени. Так. Также можно сразу сделать либо цвет индиго, либо можно просто темный синий, либо туда добавить берем синий цвет, немножко добавляем туда черный. Ой, я крупно добавила.
Или по темно-коричневой сделать, да? Так. Делаем темный фиолетовый. Можно немножко осветлить. Туда добавляем коричневый. Немножко от светлой части осветляем. Сильно черным не делаем. Здесь у нас будет наш лук. Можете примерно набросать линиями. И наши стрелы. Здесь уже темный коричневый будет. Даже немножко светлее будет. Можно туда немножко желтого добавить, коричневый. Уже переходим к зеленому цвету постепенно. Самый лучший вариант, когда мы масляными красками рисуем, ну, не гуашью, да, гуашь быстро высыхает, поэтому удобно найти цвет и уже вложить. А когда мы именно масляными красками рисуем, получается у нас в палитре набираем те краски, которые нам нужны, и начинаем уже смешивать. То есть писать картины маслом легче всего, но тоже нужно научиться писать именно маслом, получается. То есть все цвета, которые мы заранее подготавливаем, у нас будет в палитре, и нам легче будет набирать палитру, потому что когда у нас готовые цвета, мы экономим наше время, получается, да? То есть мы не находим цвет, а сразу же можем приступить. И именно когда мы пишем масляными красками, нам удобно держать очень много кистей. И, допустим, для темных оттенков цветов, да, мы используем, получается, где-то несколько кистей и несколько кистей для светлых, да, чтобы не грязнить наши кисти. То есть, получается, у нас целый набор будет кистей.
А в акварели можно использовать только одну кисть, получается, да? Потому что э, тоже держим тряпочку и моем в воде, да? Мгм. Все успеваем. Ну да, в разной степени. Кто подальше от микрофона сидит, немножко плохо слышно. Ну там они все равно не говорят ничего пока. Все увлечены работой. Мгм. Молодцы. Никогда не нужно бояться начинать. Кто-нибудь рисовал раньше? Кто-нибудь рисовал? Нет. Нет, говорят. Нет, не рисовали никогда. Мгм. Да. Бумага, говорят, не Очень интересно рисовать картины. И эти картины обязательно нужно вешать, потому что это ваши эмоции, и тем более это ваш первый рисунок. Или можно еще попрактиковаться дома. Да. И вы пропадаете снова. Первый раз. Лук можно тоже пофантазировать, можете немножко свой цвет добавить. Ну, конечно, когда я вообще посоветовала бы начинающим художникам начинать уже с картины, не с фотографии рисовать, потому что с фотографией рисовать очень сложно. Лучше Да? лучше начинайте А мы сразу здесь фотографии как раз картину, рисуем. допустим, другого художника, да? То есть делайте повторы, копии картин, тогда вы быстрее научитесь, потому что там видно мазочки, которые вы, которые художник рисовал. А фотографии рисовать это очень сложно. Получается, фотографии очень четкие. Но бывает, что люди хотят именно картины фотографичные, то есть очень реалистичные. То есть это называется у нас реализм. Берем коричневый цвет. Для нашего лука. И берем немножко желтый отдельно. И смешиваем, получаем такой охристый оттенок. Охро-золотистый у нас получилось. Коричневый цвет вообще считается таким прозрачным, почти что прозрачным, но здесь так как гуашь, непрозрачный получился. Алло. Меня слышно? Да, вас слышно очень хорошо. В зале Хорошо. просто звук отключен, а так вас слышно очень хорошо и видно. Мгм. Хорошо.
Где у нас светлая часть, мы смешали желтую с коричневым и получили охру золотистую. Получился у нас лук. У кого формат побольше, можете больше оттенков добавлять. Сюда же можно добавить и белый. Немножко желтый можно. Получили такой светло-телесный оттенок. Извините. Можете взять кисть потоньше. Если вы рисуете что-то мелкое, вообще мелочи нужно рисовать в последнюю очередь, по идее, да? Так как у нас краска отдыхает, мы продолжаем. И местами осветляем. Этот цвет же можно добавить в наш хвост. Можно также немножко затемнить. И здесь и краснинка будет. Немножко можно еще красненький добавить. Где-нибудь вот здесь, где охра золотистая, да? Немножко начинает краснеть. И местами тоже добавить. То есть более пышнее рисуем. Можно также, где у нас тени, добавить темный коричневый. Здесь же будет немножко рефлекс. Немножко синий добавляем. Ой, не видно, да? В этот же охристый мы добавили немножко синий. И получили такой цвет. Немножко зеленоватый, да? И тоже начинаем здесь кидать местами. Кольчуг у нас получился сильно холодным, да? Можно взять красный алый, либо краплак красный. Немножко туда добавить коричневый. Этот же цвет используем. Ой, не видно. Мы сюда добавили красный и коричневый. И наш щит обводим. Где у нас светлая часть, будет такой светлый, да? Вот, нарисовали. А также рядышком можно в этот же цвет добавить синего. У нас серовато такой коричневатый цвет получается. И где уже тени, начинаем затемнять.
Можно еще немножко красного добавить. Можно сделать наши брюки бордовыми, а можно синими сделать. М. Можете взять синий цвет, как на картинке. Также начинаем делать немножко темно-синий цвет, да, сиреневый. Тоже добавляем краплак красный, синий. Мгм. Ой, и немножко белила. Потому что если мы видим, сильно плоско. Ну, наш ребенок очень плоский получился, да? Немножко затемняем, где не хватает тона теней, да? Снизу. Сюда же мы добавляем, немножко осветляем наш синий, да? Здесь где-то тоже рефлекс будет. Немножко можно, немножко серы добавить туда. Если краска сильно высыхает, можете воду добавить. Тоже серый рефлекс делаете.
Все успевают. Если вы устали, можете сделать немножко перерыв. Тот же охристый свет берем, туда добавляем, или в тот же красный немножко белила добавляем, и получаем такой светлый охристый, отбеленный, да? Наши стрелы рисуем. Можно даже немножко в сторону оранжевизны сделать, да? То есть мы добавляем желтый свет. А красный. можно сделать короткий перерыв, потому что вот в зале устали, выйдем уже Да, в свет, да? Давайте мы сделаем, насколько... Ну, сами решаете. Туда мы можем ходить, туда ничего страшного. Можем походить. А вы тоже а кто-то будет дальше продолжать рисовать. Хорошо, А тогда, сколько без часов у перерыва. нас час прошел или нет? Сейчас 15 часов 41 минута. То есть у нас мастер-класс идет почти 1,5 часа, ну, не менее. Ну да, можно еще перерыв чуть-чуть. Еще Ну, 1,5 давайте часа. сделаем перерыв, да? Да, Давайте сколько? сделаем 5 минут? Ну, можно, да, можно 5 минут перерыв. Ага, хорошо. Можете, кто хочет, можете тоже продолжать. Следующий этап у нас будет, будем учиться рисовать телесные цвета, то есть наше лицо. Будем использовать очень тонкие кисти, а также будем продолжать тоже. Здесь очень у нас много холодных оттенков, да? Тоже немножко рефлекса добавим, немножко теплоты добавим. И тоже можете сами нарисовать обувь. Здесь те же оттенки получаются у нас сиреневые и немножко больше к синеве, а вот то, что светлое, они больше сиреневые, да? И не забываем, что у нас идет освещение с этой стороны. Можно немножко потеплее сделать, да? Если не получается, я потом расскажу, да? И также можете вот эти коричневые, охристые оттенки здесь положить. Все, что будет справа, у нас попадает в тень, будет темнее. С правой стороны у нас будет, где свет, тогда более светлые оттенки ложите, да? А также можете сами попробовать сейчас взять синий цвет и желтый. Если попробовать смешать, сделать зеленый оттенок, да? То есть чем больше зеленого добавляете, тем больше темнее будет. Чем больше желтого, тем светлее будет, да? Или кто не хочет, ну, можете сами попробовать смешивать. А может, есть такой травяной цвет. Травяной цвет тоже можно добавлять желтый. Тогда очень светлый травяной будет. Тоже попробуйте сделать палитру, смешать цвета, оттенки и посмотреть. Тем больше оттенков добавите, тем грязнее у вас получится. Если в кисточке будет у нас грязь, то именно когда будем брать белые цвета, чистые, желтые, да, чисто красные, то у нас сразу в грязь превратится. Поэтому кисть обязательно нужно мыть. И использовать, если мы будем именно лицо рисовать,
у нас будут такие оттенки. Ну, то есть кисточка чистая должна быть, ну, такая, ну, как новая, да, чистая. Вот. И тогда у нас чистые оттенки получатся. Вот. То есть у нас где-то 3-4, 3 цвета будет смешиваться, может и 4, но тоже чистые получается. Тогда кисти лучше помыть сейчас, да? Можете помыть. Мыть кисти нужно. Вот такие штучки есть. Допустим, сейчас покажу. Вот такие на Алиэкспресс продается с липучками. Очень хорошие. Именно кисти мыть. Это, по идее, косметические, но я использую именно для живописи, то есть для наших кистей, да? Можно побольше сделать, да? А, вот так, да. Силиконовая, Ага. да? Силиконовая, да. А можно показать, на каком этапе вот наши, что нарисовали? Можно показать сейчас, продемонстрировать, Давайте. пожалуйста. И мы тоже вот на камеру вот скриншоты сделаем сейчас. А, мне надо сфотографировать? Нет, то, что в зале уже нарисовали, Силиконовая, да? да, то, что в зале, вот можем посмотреть промежуточный вариант, как получился. Да, покажите. Покажите Очень нам интересно. на камеру. А, я должна Не показать. слышно. хорошо? Нет, нет. В зале вот наши участники мастер-класса, вот их промежуточный рисунок хотим посмотреть. Предлагаю. Будет, ага. Ой. А мне видно будет? Да, можете. Ну, если покажут, да, сейчас. А покажут, да, тогда посмотрю, да? Хорошо. Ну, я надеюсь, что нам сейчас покажут. Вот пока их не видно. Ага. А еще кисти нужно мыть. Получается, тоже не просто моют кисти, да, кисти очень быстро ломаются, если это натуральные кисти. И можно, если такой силиконовой это нету, да, кистемойки, тогда берем ладонь нашу, вот так вот. Обязательно хозяйственное мыло должно быть рядом. И возле раковины берем немножко мыла, вот так сильно не делаете, тогда распушится наш кисть и испортится, да? Тогда мы начинаем вот так делать. Смотрите, по часовой стрелке, вот так вот. Вот так делаете. Намыленную кисть с водой немножко. Потом оттуда вытаскиваете грязь пальцами. И тоже несколько раз так делаете, пока кисть чистая не станет. И промыть водой до чистоты. Но кисть уже использованная, кисть сильно вот такой, как новенькая, не будет, но все равно кисть как новая будет. То есть аккуратная. Мне опять вас не видно. Можете, пожалуйста, отправить, может, фотографии сделать и отправить в группу. Да, Вот. пожалуйста, сделайте фотографии и отправьте нам в группу. Или нам вот сюда на камеру покажите, пожалуйста, ваш рисунок. У меня не видно вас, у меня вообще ничего не видно. А кроме зал меня. виден, зал мы видим, они есть, и мы просим показать рисунки, что получилось. Вот, сейчас, подождите, мы вас закрепим, и тогда побольше добавляем. Ага, покажите, пожалуйста. Ух ты, классно. Первый. Я не могу смотреть, почему-то не показывает. А вы должны там у себя поставить вид докладчика тогда. Посмотрите, у вас должен быть вид докладчика. Алло. Да, мы вас Не, слышим. не показывает. Ну, с сотовым, наверное, там немножко по-другому.
Да? Мгм. Можете в группу отправить, пожалуйста. Да, во время перерыва, пожалуйста, вот сфотографируйте и отправьте Я нам в отправлю. группу. Мгм. Ждем Мгм. тогда. А вот. Нет, не видно. Можете показать еще, пожалуйста? Картинку не показывайте, не видно ничего. Стол только виден. Классно, творческий процесс. Вот, увидела. Ой, молодец. Но Покажите. очень Вот, много подождите, подождите, мы переживала. скрин сделаем. Подождите. Хорошо. Так. Ух ты, молодец. Но здесь чистых цветов очень много. Ух О, ты. красота. Почти закончили. Елка там есть. Ух ты, как интересно. Молодцы. Приятно всем. Вау. Круто. Отлично. Молодцы. 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 Главное не бояться. Смело пятнами ложите. Пускай даже там попадет какой-нибудь другой оттенок. Я немножко отойду на 5 минут, если вы позволите. Да, конечно. У нас перерыв, да, сейчас? Да. Да, Да. у нас перерыв официально. 5 минут. Хорошо. Мгм. Спасибо. 5 минут перерыв. Хорошо. Здесь получается... Все собрались? Ну, немножко я тут разложила картины. Ой, простите, пожалуйста, тут кошка разлеглась. Дверь не закрыла, оказывается. Здесь получается это набросок карандашом. Это картина маслом. Это ваша картина, да? Это ваша Да. картина? Да, это мои Такая картины. красивая, очень красиво. Спасибо. А вы каждый день что-то пишете, да? Или у вас есть периоды, когда вы не рисуете? Чем каждый день занимаетесь? Слышно, да, меня? Алло, меня слышно, да? Лебеди. О, лебеди, да. Это масло, да? Масло, ага. Как красиво. Да. Это посуда, утварь. Здорово. Это чем вы рисуете? А можно задать вопрос, да? Спрашивают, чем рисовали? Он не слышит, видать. Нет, у нас есть звук. Или у нас слышит, да? Да, я вас слышу. У нас не слышит, видимо. А,
Алиф, вас не слышно, у вас выключен микрофон. Подснежники. Мы вас не Ой, слышим. извините, пожалуйста. Можете повторить вопрос? А, А вот вопрос, да, у вас бывают периоды, когда вы не рисуете, или вы каждый день что-то пишете? Сейчас у меня периоды, которые я не могу рисовать, писать, потому что я заканчиваю институт, и получается у меня экзамены, поэтому нет времени писать картины. Но это не страшно. Такие подснежники. Это уже как Ага. фотография. Вау, точно как фотография. Красота. Спасибо. Прямо как... Ух ты. Это все картины ваши? Да, как интересно. Такой натюрморт. Картина маслом нарисована, да, спрашивали? Ну, по-моему, Это маслом нарисованы картины. все картины маслом, да, рисуете? Да. Но я еще расписываю бубны акрилом. Также акриловыми красками использую. И акварелью редко. Да. Ну, здесь очень мало Ну, в принципе, нормально, только качественно. Да. Сети посмотреть. Очень яркая картина. Это очень старая картина. Вот это. Эта картина, получается, я написала очень давно, даже не помню. Еще даже в школе, по-моему, или в студенческие годы. Это первая картина маслом, по-моему. Первое. А сколько вам лет тогда было? Это в каком возрасте такую картину можно нарисовать? Я не помню, мне, может, 17 было, или 16, или 18. Но я точно не могу сказать, потому что это была бабушкина дача. Здесь у нас черемуха росла. И она как раз зацвела. И получается вот 50 на 60 размер. Это картон, холст на картоне. Получается, я очень много перерисовывала маслом. И видно, что немножко, ну, такая техника. Да. Очень фактурная. Ну, здесь еще не видно, что очень фактурно, но можно потрогать. И потом я лаком покрыла. Здесь, получается, отражение идет. Мне очень понравилось отражение. Ну, нарисовала так, как есть, потому что это черемуха сверху. Здесь тоже можно было придумать цветочки, покрасочнее сделать. Но почему-то как увидел, так и нарисовала. А вы можете всегда Вообще красота, как живые. картины, можете Вот добавить как стекло нарисовать. дополнительные вообще, цветы. предложение там. Алло, Мы вас слышим, да. я вас перебила? Нет. Ага. Если вы пишете любые картины, если у вас там где-то цветов не хватает, вы сами добавляете обязательно. То есть, получается, не обязательно рисовать то, что видите, да? Можете еще немножко свои эмоции добавить, да? Где-то что-то не хватает, можете набросать. То есть не обязательно все должно быть идеально, четко. Можете немножко, даже если это натюрморт какой-нибудь, там посуды, можете немножко орешек побросать, чтобы сделать поинтереснее картину. Вот как здесь, допустим. И всегда, если первый раз пишете картину, всегда лучше повторить чью-то работу, либо, конечно, можете сами этюд поставить, и так легче будет рисовать. Потом уже можете и с натуры писать. С натуры тоже писать очень хорошо. С натуры, когда пишете... Вот картина, которая... Это с натуры. Здесь, получается, я поставила
осенние цветы, которые уже последний день замерзшие. И получается вот так вот. Но цветы очень долго не стоят, поэтому надо очень быстро набросать. Это тоже с натуры. Здорово. Вообще красота. А Это чем это вы, чем рисовали, спрашивают, вот эту красоту? Вот Чем? ровненькие. Чем рисовать? Красками. Какими красками? Масляными? Алло. Я вас очень плохо слышу, если честно. Масляными, да? Вот кто впереди сидит, очень хорошо слышно. Можете вопрос повторить? Передайте, Да. пожалуйста. Что? Чем рисовали? В основном маслом рисуете, да? Да, Слышно, маслом да? рисую. Да. Алло. Эти картины все нарисованы маслом. Тоже маслом, да? Да. Да. Так, сейчас мы тогда этот будем телесный цвет, да, делать? Вот. Да. Продолжаем. Алло. Мы вас слышим и видим, Алик. Да. Вас слышно и видно. А ваш, ага, картина, а вот картина есть. Мгм. Может, я перезайду? У меня почему-то звук пропал. Да, давай. да, вы можете перезайти, Подождите. мы вас примем сейчас. Да, перезайдите. Ага. Да, у нас что-то тут тоже пропадает, приходит, пропадает. Ну ничего, пробьемся. Да, все-таки мы не профессионалы, поэтому, как говорится, первый раз, да, карандаши даже забыли. Ну ничего. Сейчас мы за 20 занятий уже настолько будем, да, профессионалы. У нас до конца проекта предусмотрено 20 мастер-классов. От одних От нее? Да, От нее? да. Если какие-то докладки или что там, Ее надо туда. но, к сожалению, она не может, потому что у нее аллергия, и врачи запретили. Да, с удовольствием могла бы. Она очень много мастер-классов проводит. Судя
Алло. Да, мы вас видим. Хорошо. Так. Ребята, берем кисть потоньше. Здесь, получается, мы берем белый цвет. Сюда же добавляем желтый и алый красный. Только не крапла красный. Это у нас темный. Можем сюда же добавить желтый и немножко краснинку. И получается более к желтому. Такой телесный получается. Также дальше мы добавляем еще и в кисточке краска. И вот этот смешиваем и получаем такой бежевый цвет. Если сильно желтит, то немножко красный добавляем. Если сильно желтит, тогда такой розовый получается. А можно еще темнее сделать. Это чистые цвета. Сюда же можно умбру жженую добавить, либо сиену жженую. То есть умбра, она более коричневый цвет, либо вот такой красненький, сиено жженый. Тоже можно такой цвет самим получить. Мне вас не слышно. И отдельно, добавив в этот же цвет, мы получаем темнее, немножко бордовый, да? Попробуйте смешать эти цвета. И у нас получается телесный. Светлый, с краснинкой, с оранжевизной, немножко с бордовым оттенком. В эти же цвета можно добавлять немножко ультрамарина. То есть это у нас синий. И тогда у нас получается темно-бордовый. То есть получается это у нас более светлые и теневые. Здесь теплые, немножко холодные. Алло, вас не слышно. Ага. Да, мы все это, да, у нас звук, оказывается, отключенный был. Да. Да, делаем. Получается, смешать вот так. Ну вот, как бы это слишком светлый, что ли, получится мне. Если у вас получается сильно светлый, тогда добавляете в сторону оранжевизны больше желтого с красным, да, и немножко белила. С этой стороны больше красного, меньше желтого и белила. А здесь у нас телесный, здесь у нас и белила, и красный, и желтый понемногу, но белила здесь больше. С этой стороны у нас получается более бордовый цвет получился, да? А вот эта часть у нас немножко с добавлением синего. Здесь, получается, мы что добавили? Сиену жженую. Это как... это даже не бордовый, он больше...
такой с краснинкой, да? И сюда же мы добавили ультрамарин, то есть синий цвет. Немножко получили такой холодный коричневый, да? Немножко бордовый. Мгм. Получается? Так, смешали. Ну, как, да. Ага. Берем наш телесный. Мгм. И начинаем наши скулы красить. Скулы, лоб, то, что выпирает. Скулы красить. Скулы. Да, скулы, лоб, нос красим, немножко подбородок. Прямо пятнами ложите. Потом этой же кистью берем то, что немножко потемнее, да? И уже делаем переходы, где немножко теневые. Это уже под глазами. И еще веки нужно немножко светлыми сделать. Можно еще шею положить краски для шеи. Прямо грубыми мазочками. И сразу берете вот немножко темненький, да? Но тут еще рефлексы будут серенькие. Мы будем постепенно добавлять. Чтобы переходы делать не такие резкие, между ними мы смешиваем краски и делаем переходы. Чтобы резких переходов не было. Если где-то нужно опять же светлую сделать, тогда белила больше добавляем. Кончик носа тоже посветлее. Там, где темный, теневую часть делаем. Если сильно густая краска, добавляем воду. Что-то сильно получилось. Можно всегда убрать лишнюю краску. Как убирать? Как убирать? Берем чистую кисть, немножко берем воды и начинаем вот так проводить. Убираем лишнюю воду и просто пропитываем. Тогда лишняя краска убирается.
И можно также делать переходы. Попробуйте. Если вы где-нибудь ошибку допустили, очень легко убрать. И сделали вот такие вот переходы. Да? Получается? Ну, получается, говорят, ага. Молодцы. Так, теперь губы. Мы рисуем губы, да? Губы можно потемнее сделать, верхнюю губу потемнее сделать. Можем этим же оттенком можем немножко добавить туда красного алого, либо неаполитанского розового. Но так как у нас этого цвета нету, можем красный добавить, либо немножко краплак красный в этот же цвет. И сверху провести линию. Нижняя губа будет немножко светлее. Если у вас кисть начинает грязниться, тогда опять же берем чистую кисть и заново делаем краску. Не такой сильный розовый, немножко смешать вот с этим телесным, и у нас получится вот такой цвет. Берем черную краску. Так. Смешали вот то, что у нас здесь лежала краска, не серая. У меня получился такой серый. Можно еще немножко туда добавить коричневого. Он такой сероватый, темный коричневый будет. Даже белесый чуть-чуть. И проводим наши брови и глаза. Можно просто как в мультике очертания носа сделать, подбородка. Но это у нас персонаж, ну, более как наш рисунок, да? Такой техника смешанная. Можете обводку тоже делать. Чтобы рукой не дотрагиваться до картинки, вот так вот, чтобы руки не ложить, можно вот одним пальцем коснуться в одну точку, либо сюда, где у нас высохшая краска, либо просто руку вот так поставить, вот так в мольберт, да, и просто вот так аккуратно наносить. То есть рука не будет у вас двигаться. Когда рука дергается, можно ошибку совершить, да? Поэтому держим, помогаем руке, и легко наносится. Попробуйте. Наши брови. Мне кажется, мальчиков немножко старше получилось. Ну, чуть-чуть, да, совсем чуть-чуть. Но мы же героя рисуем, да? Да, наши богатырь. Не обязательно делать копию. Можно немножко по-другому рисовать. Что-то добавить. И кисточка у вас должна быть с тонким кончиком.
Ну, в смысле, кончик, чтобы был, чтобы потоньше писать. Если вы плоскую кисть Кончиком, возьмете, да? вам труднее будет. Кончиком рисуем, да. Что-то воздух пропал, что ли? Получается? Ну, так вот, более-менее. Все, что мы конкретизируем, это, по идее, должно быть в конце по правилу живописи, да? Мгм. А можно и по-другому рисовать. То есть правила созданы, чтобы их нарушать. Белые, чтобы были свечи, да, вот такая. М. Можно здесь тоже немножко затемнить местами наш лист. Так вот. Старайтесь чистые цвета не использовать. Оказывается, не лучше не делать, да? Если есть вопросы, задавайте, пожалуйста. Что у нас? А он в руках держит это лук, да? Ну, что это? Меч или лук? С этой стороны у нас лук и стрелы. Вы немножко пропадаете, не могу разобрать, кто позади говорит, к сожалению. Можете Они впереди говорят, сидит передать, чтобы повторили вопрос. Что говорят? Не слышала вопроса. Пропадает. Не вопрос, просто комментарий как бы, да. А комментарий? Ничего не услышала, к сожалению. Почему-то вот, когда вы говорите, или вот прямо обрывками слышно. Плохо. Может, связь плохая? Меня тоже так слышно, да, обрывками? Нет, вас слышно очень хорошо. Из зала слышно немножко плохо. Но это не самое важное. Главное, чтобы было слышно вас. Хорошо. Да, Вас да. слышно очень хорошо. У меня сейчас Wi-Fi, поэтому, наверное, хорошо слышно меня. Но у нас тоже как бы, видимо, Да? такие есть, М. связь. Мгм. Ну, тут просто мы думали, что это меч, а оказалось, что это лук, да? Черное.
Это меч, да? Это у нас меч с левой стороны. У нас позади находится щит, стрелы, Ага. лук и кольчуга, да? Так, кольчуга. Мгм. Можете начинать делать линии, кто закончил лицо. Ну, по идее, здесь еще мы должны были рефлексы добавить, потому что у нас фон немножко сероватый, и все равно от одежды будет немножко вот этим оттенок рефлекс будет идти теплый, холодный. Тоже нужно попробуйте здесь немножко серый добавить, где-то серый, где-то, ну вот эти рефлексы синие немножко добавить. По идее, если чисто портрет рисовать человека, да, на большом формате, тогда уже там очень много оттенков будет. Здесь у нас как бы упрощенно получилось, потому что если чисто учить портрет, это очень большая тема, и получается и рисунок там идет, и сходство человека, и получается и смешивание красок. Мы больше оттенков цветов смешиваем. Здесь мы очень мало смешали. Здесь получается больше теплых оттенков и немножко холодных. А так, получается, нужно и смешивать, и делать немножко зеленоватые, серые оттенки, да. Ну вот это зависит от где находится человек и во что он одет, и вот эти рефлексы будут отражать, да. Если человек одевает синюю кофту, да, тогда вот тут немножко будет синий цвет отражаться, да. Если человек находится в красной комнате, тогда будет красные рефлексы на лице. Вот, и ну, рефлекс это когда взаимодействует, то есть отражается. Немножко теплый свет добавим, потому что у нас кольчуга сильно синего цвета, да? Сильно холодного. Мы туда добавим немножко фиолетовые оттенки, да? Еще раз, пожалуйста. Ага, что? Чтобы сделать немножко цвет, немножко теплым, да, нашу кольчугу, то есть мы сюда добавляем немножко фиолетовые оттенки, то есть тоже смешиваем фиолетовый и белый. Туда можем мы добавить коричневый чуть-чуть. Немножко вот такой сероватый, теплый будет. Краску всегда по чуть-чуть добавляем. И смотрим. Можно линиями рисовать, показать.
Это если темноты не хватает, можете добавить тоже синевой. Если темноты не хватает, синевой. То есть не просто синий, тоже смешивайте, как в первый раз. Можете немножко черный добавить, и у вас такой цвет будет темный. Это мы добавили к синему. У нас такой сероватый получается. Если тональности объема не хватает, то обязательно нужно затемнять. И тот же цвет мы смешали с нашим фиолетовым цветом. Можно чуть-чуть белый добавить. Можно немножко желтый добавить. И не сильно у вас тот зеленый получится. Тоже опять же серый получается. С этим смешать с фиолетовым. Такой серый у нас получается. Немножко зеленоватый и сероватый. А есть какие-то особенности, как изображать, например, вот руку вот схватил, да, меч, да. Это нужно обязательно так рисовать или можно по-другому, да? Можно по-другому. Просто у нас получается, если перчатку снять, у нас руки будут очень сложно рисовать, поэтому ребенок в перчатке, Да. чтобы именно руку научиться рисовать, это тоже телесные цвета, и там очень много этих рефлексов будет, тоже надо как-то отдельно это учить. То есть это вот. Ага. Это перчатки типа, да, рукавицы, да? Рукавицы, да. Зелёные, ага. Здесь тоже рефлексы будут. Немножко серовизны добавили. Чего добавили? Серого. Немножко зеленоватый цвет и светлый цвет. Ага. Тоже не забываем рефлексы. Немножко разбавь серый. Рефлексы. Интересно.
А лук, он у нас как бы сзади, да, получается? Скажите, а вот лук, это без сожжения, да? Это не получается. Не слышно, да? А? Лук, Мне очень плохо слышно, не разобрать, к сожалению. я про лук спрашиваю. Это фестиваль, получается, собой, да? Интересно. Это фестиваль конца, да? Не слышно, эхо и прерывается, к сожалению. Получается, я спрашиваю, там тоже фестиваль конца, да? Можете, пожалуйста, в WhatsApp написать вопрос? Так, и этим синим закрашиваем, да? Это похоже на синий. Просто вы очень много цветов должны Смешивать. Да? Так, подождите, пожалуйста. Что? Так, Что подтвердить? Будем пробовать разные. С телефона можно было подключаться. Даже больше. Лучше было бы. сейчас я вопрос. Это рассакалово. А нет, она есть там. Она один телефон отключила просто. Так, что-то у меня ножки такие маленькие, малюсенькие. Да, мы хотели же около каждого тоже сделать стола вот такие типа штуки, как у нее. У каждого стола. Ну, много что-то. А следующее будем купить подумать.
Меня слышно? Да, слышно вас. слышно. О, Ага. Хорошо. Кто закончил кольчугу рисовать, тогда мы начинаем ткань рисовать. что рисовать? Ткань, одежду. Мгм. Можете в синий цвет попробовать добавить желтый. Так, в синий цвет добавляем желтый, да? Да. Даже если у вас в палитре уже есть синий цвет или синеватый, немножко сложный, можете туда желтый добавить и получить сразу зеленый цвет. Алиф, в чате есть интересный вопрос. Вы ответили, да? Около локтя кончики стрел торчат? Вопрос был. Около локтя кончики стрел торчат. Такой вопрос. Ну, просто стрелы очень большие, и получается висит, кажется, да? Но стрелы это не кончики торчат, кончики-то внутрь идут. А это просто у нас перья получается. А, ну да, это наоборот, другой конец. Другой конец, да. И можете еще плюс сюда дорисовать ремень. Чтобы как будто сейчас непонятно же, да, висит в воздухе, а можно добавить ремень сюда. А где вот вопросы смотреть? Здесь показывает, да? А в чате был вопрос. А почему-то не показывает. Я искала. Так, подождите-ка. А, нашла. Зеленый? Получили зеленый цвет? Можно в этот же цвет побольше желтого добавить. Тогда у вас получится еще светлее. Совсем мало, поменьше зеленого, тогда у вас получается поярче. Вот. Да, какой более светлый. И начинаем вот от темного, да? Наши теневые. Просто не закрашивайте. Туда сразу можете добавить светлые оттенки. Старайтесь пятнами рисовать. Пятнами рисовать. Можете еще попробовать белый цвет добавить, светло-зеленый, но не сильно много, чуть-чуть.
Это какая ткань положительно так изображена? Сукно, наверное, да? Кожа? Ну, кожа может... Зеленая Может, кожа. да, вы правы, может, это кожа, да. А вообще, магазин, что обозначает? Получается, кожаная, сверху, да, металл. Да. Мгм. Молодцы. Получается, да? Можно также рефлекс добавить зеленый. Только рефлекс будет не такой сильный свет, а он будет, вот можете просто пальцами убрать лишний зеленый, тогда чуть слегка остается. Когда рефлекс делаете, вот, допустим, я набросала вот здесь, где стрелы, да, зелененький, и потом пальцем просто растушевала и убрала лишний зеленый, потому что рефлекс никогда не может быть таким ярким, как сам предмет. То есть, получается, рефлекс, он всегда только, как сказать, такой посветлее будет, или затуманенный, как сказать. Можно еще раз спросить. При- Получается, ну как, это изображение нет, Не слышно вас. Рефлекс — это игра света, получается, да? Да. Рефлекс что получается? А тебе не слышно, к сожалению. Получается, перчатки можем тоже сделать немножко охристым оттенком, либо желтым. А раньше перчатки всего тоже шрифты получается. Сам шрифт. В желтый цвет добавляем немножко красный и получаем такой, как желток цвет. Потом берем коричневый цвет, либо можно еще немножко краснинку добавить. И получаем такой охристый оттенок. Добавили в желтый немножко красный и получили такой желтушный цвет. И немножко добавили в другую часть, добавили немножко коричневый и красный. И получили охру золотистую. Или сиена натуральная. По-другому называется. И тоже начинаем тени прорисовывать. Форму рисуем рук. То есть
будет. Немного вот тут выбирать будет. Да. Можно немножко синего добавить. Что добавить? Синий цвет. Да? Да. Рефлекс. И заодно ремень нарисовать. Также. Так, ремень где рисовать? Вот здесь. Там совсем чуть-чуть видно будет. И надо тени немножко затемнить. Почти не видно будет. Так, там. Так, Можете немножко серый добавить еще. так, куда добавляем? Вот смотрите. Здесь светленькие части. А, Тоненько-тоненько можете чуть-чуть набросать.
Можно и сюда даже чуть-чуть. Ой. Можно темно-синим цветом дорисовать. Если недостаточно темно, то черный цвет добавляем. И делаем тени. В этот синий, черный добавляем. Чисто черным не используем. Заметили, когда высыхает, Ага. начинает светлеть. Да, заметили. Поэтому, конечно, немножко сложнее вам. Так. Мгм. Мгм. И на сапоги, получается, осталось, да? Мгм. Тоже, опять же, вот эти делаем затемнения, выпуклости, то есть внутрь идет. Кожу тоже коричневые, красные и желтые делаем охристые оттенки. Это у нас коричневый. Можно туда краплак или красный добавить. Тогда такой красненький получается. И можем делать там, где вот эти левой стороны. И даже добавить немножко желтого сбоку. Тогда уже светленький цвет будет. Сильно натуральная. И также попробуйте сиреневый цвет сделать и здесь добавить. Где у нас голень, здесь у нас будет сиреневый,
Немножко можно с этой стороны тоже темные серые с черным. Или можно все, что тут есть у нас в палитре, можно просто добавить воды. И получается, вот эти же оттенки можно использовать, то, что у нас есть в палитре. Просто добавьте воды. Или можете сами тоже сиреневый делать. Там крапла красный, синий цвет будет и плюс белила титановый. Вот, немножко белый цвет добавила. И здесь светленький добавляю. Сверху темнее будет немножко. Все, что в тени оказывается. Я устала уже, да? Нет, я посмотрела же, Ничего страшного. Не обязательно. Ну, все, заканчиваем. Уже заканчиваем же, да? Всё, Да. получается. Можете немножко белила где-то набросать, только немножко смешанные с голубым, чуть-чуть слегка. Вот тут уже окончательно где-то немножко добавить. Так, и в конце у нас вот внизу потемнее, да, нужно сделать, получается. Да, Ну, хорошо, давайте покажем то, что у нас получилось, да? хорошо. Немножко белилами завершили, чуть-чуть смешанными. О, какой герой получился. Помоложе. Богатырь. Рождение богатыря. У нас же он маленький еще. Только родился. Да, ребенок. Но уже со стрелами.
Ну, все, так, сейчас я подключаюсь еще. Вот еще раз посмотрим. Заканчиваете? А чего добавили? Заканчиваете, ребята? Да, заканчиваем. Ага. Молодцы. Так. Так, вот у нас мы уже складываем. Свои работы, пожалуйста, фотографируйте и Видно, да? отправьте в группу. Да, Да, скиньте. Мне очень хочется посмотреть ваши работы. классный. Можете посмотреть поблизости. Сейчас покажу. Как обязательно гуашь нужно закрывать. Как проводить, как проводить занятия через мастер-класс. Всем спасибо, ребята, что приятно. Обязательно, чтобы сохранить надолго. Краски закрыть обязательно, палитру вымыть или выбросить в пакет. Так, да. Большое спасибо, Алиф. Теперь нам уже понятно, что нужно будет на следующее занятие. Еще раз можно будет в чат написать, да, что нужно конкретно. Хорошо. И в следующий раз, когда мы встретимся, Спасибо большое. в следующий раз, Вас когда мы можем